Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Американская компания Colossal планирует воссоздать популяцию вымерших шерстистых мамонтов с помощью технологии редактирования генов. Работающие в компании генетики Гарварда, МТИ и других вузов предполагают, что первые детеныши мамонтов появятся уже к 2025-2027 году. Об этом нам сообщил CNN. Каким образом можно возродить мамонтов? Эту тему специалисты обсуждают уже много лет. Насколько реальна эта идея? Обсудим все это с гостем нашей студии Валерием Плотниковым, кандидатом биологических наук, ведущим научным сотрудником отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы же наверняка уже слышали эту новость, которую мы озвучили. Да, конечно. Да, и знакомы с десятком способов возрождения мамонтов. Каким образом американские ученые подошли к реализации возрождения мамонта? Ну, занимается этим профессор Джордж Черч из Гарвардского университета. Занимается он уже довольно-таки давно. Вот. Ну, вся идея в том, чтобы они хотят извлечь геном, отвечающий за адаптацию шерстистого мамонта к холодному климату, и поместить в генетическую цепочку азиатского слона как наиболее близкого, родственного к шерстистым мамонтам животного в современном мире. И методом селекции вывести гибрида шерстистого волосатого и запустить его в другую экосистему, то есть адаптировать его в другую экосистему. Вот вся идея. А где ученые собираются взять генетический материал от мамонта? Ну, генетический материал, я думаю, они уже собрали, потому что Джордж Черч к нам приезжал в 2018 году вместе с группой ученых. Мы отрабатывали на полях и работали в нашей лаборатории. И по соглашению совместной научной деятельности мы предоставили ему образцы для этих исследований. А можете рассказать, какие еще ученые так близко подошли к идее возрождения? Ну, идея, она витает в воздухе уже с 90-х годов. В 90-х годах еще при докторе Петре Алексеевиче Лазареве приезжали японцы Акира Яритани. И в тот момент профессор Акира Яритани приезжал, это университет Кинки в Японии. Вот они сделали эксперимент у себя, они заморозили сперматозоид быка современного на несколько лет, потом разморозили и оплодотворили самку. Родился здоровый бычок. Эту тему они хотели именно на мамонтах испытать. Приехали сюда, пытались найти подходящий материал, но, к сожалению, возможно, теоретически можно его найти, но на практике довольно сложно, потому что все объекты, находящиеся в мерзлоте, они сублимируются, то есть высушиваются, и такой материал, я думаю, сохраниться бы не смог. Потом этой проблемой занимались южнокорейцы, профессор Хван Усук, он занимается клонированием современных животных, собак, лошадей и так далее. Вот. Ну, это довольно-таки распространенный этот метод. Вот. И он хотел именно тоже клонировать вот этих мамонтов, найти живую клетку, ну не живую, сохраненную клетку. Приезжали сюда, тоже работали много, обещали тоже много поголовьев мамонтов лет так 10, но, видимо, что-то пошло не так. Результатов пока нет. Вот. И на данный момент, я думаю, самые продвинутые это те же японцы, тот же Акира Яритани, но уже его ученик профессор Хироми Като, сейчас университет уже называется Киндай. Вот они тоже с нами работают, у нас договора с ними, вот с нашими материалами они получили хорошие результаты. Это года 2 назад вышла публикация, то есть они взяли ядерную ДНК из клетки, мертвой клетки мамонта и поместили ее в соматическую клетку мыши, уже заранее удаленной ядерной ядром, поместили туда, и на какой-то момент белки вот этого ядра начали подавать признаки жизни, то есть шевелиться. То есть это уже очень большой прорыв, то, что белки, пролежавшиеся в 20-30 тысяч лет назад в мерзлоте, дали какие-то импульсы, это уже большой прорыв на самом деле. Вот. Ну, пока так. А у российских ученых стоит ли такая цель возродить мамонта? Ну, у российских ученых, скорее всего, чисто экспериментально. Там нет таких фантастических идей, чтобы там завести мамонтов куда-то, туда-то. Но есть много ученых, которые хотят. Но я думаю, для этого нужны очень мощные технологии, и техническая база нужна для этого. Ну, не знаю, в России, наверное, есть. Но, по крайней мере, я таких институтов не знаю, где вот можно было бы провести вот такие исследования. Кстати, они очень дорогие. А можно ли какую-то параллель провести, например, с бизонами, которые вернулись к нам сюда?
Да, вот именно в части адаптации, потому что бизонов завезли тоже из других мест, но опять же, это животное адаптировалось лучше, чем мамонты, потому что наша находка вот юкагирского бизона, она 9 тысяч лет назад датируется, это уже голоцен, то есть уже мамонты давно вымерли, а бизон выживал. То есть, да, он уже в условиях голоцена, это уже изменившиеся условия, он уже как-то выживал здесь, жил, но, к сожалению, в Якутии он вымер, но выжил в других местах, в той же Америке, там, да, в Канаде где-то, да, по-моему. Вот, в Европе. И адаптация его, я думаю, намного шла проще, потому что там центральная Якутия, она не сильно отличается то есть климатом, чем там в той же Северной Америке, допустим. Да? И я бы хотел сказать, что последние исследования показали, что климат позднего плейстоцена очень был похож на климат центральной Якутии. Не северной, а именно центральный, то есть аридный, то есть сухой, резко континентальный климат, так скажем. А расскажите все-таки, какую практическую сторону несет в себе возрожденный мамонт? Для чего ученые стараются воплотить эту идею, кроме научного эксперимента? Да, это мечта ученых, это большая мечта человека, который хочет воссоздать, сделать что-то большое. Да. Думаю, практической значимости оно как таковое, я думаю, может быть лет через 100-150, если у них получится, может быть, что-то практическое получится, там шерсть, мясо, не знаю. Но в данный момент видится мне, что если даже у них получится сделать гибрид, то проблемы будут с его адаптацией, потому что адаптация животного, вообще организма к среде, это целая наука, это называется экология, в нашем случае палеоэкология, то есть животные постоянно адаптируются к условиям, изменяющимся условиям окружающей среды, а окружающая среда, она постоянно меняется. Да? Вот. И кто успел адаптироваться, тот выжил, кто не успел, тот, к сожалению, вымер. Да? Вот. И взять просто, допустим, мамонты, они очень хорошо выживали 300-200 лет, 300-200 тысяч лет назад в течение этого позднего плейстоцена, но в конце этого самого периода они вымерли из-за чего-то, непонятно. Может человек, может климат поменялся, может какая-то болезнь, это пока еще неизвестно. Вот. И вот так вот взять просто, если считать в 300-200 тысячах лет, просто за секунду взять, родить мамонта волосатого, кинуть его куда-то на север, и он прямо там будет развиваться. Нет, думаю, это сложно, потому что это сложный процесс постепенной адаптации. Поэтому это сложно. Ну а все-таки в случае воплощения такого проекта в жизнь, как сильно может повлиять возрожденный вид на экосистему тундры? Да, оно повлияет очень пагубно, я думаю, потому что мамонт, он уже вымер, он занимал огромную нишу. В позднем плейстоцене уровень моря почти на 100 метров был ниже современного, то есть это Аляска и вся Евразия, Северная Америка, она была соединена, Британские острова, это был большой материк, наши острова Новосибирского архипелага тоже были, это огромные пастбища для мамонтов. И многомиллионные стада кочевали туда-сюда, вот с изменением погоды, температуры, они передвигались, были очень мобильными. И поэтому сказать, что мамонты... Так, извините, я нить потерял. Нет, мы разговариваем о том, как бы мамонты... Да. И они занимали огромную нишу, которая после их вымирания она была занята другими видами животных и растений, да, то есть, как известно, они были ландшафтообразующими животными тоже, как слоны, вот, и если сейчас вернуть этого животного определенную нишу в тундре, то вымрут, я думаю, несколько видов. Вымрут просто из-за того, что мамонт, и не только животных, и растений, потому что мамонт придет и начнет наводить свои порядки. Да? Это если теоретически так подумать. Так что это будет довольно пагубно. А если я не ошибаюсь, мамонт, он же не хищник, а травоядное животное? Да, травоядные, вымрут как раз травоядные животные. А давайте поговорим про ваш отдел изучения мамонтовой фауны. Какие сейчас исследования вы проводите? Что изучаете? Мы вообще, отдел работает он по комплексному исследованию мамонтовой фауны по программе НИР, утвержденной правительством Республики Саха-Якутия. Мы исследуем северные части, не только северные, центральные, северные, южные части Якутии на предмет обнаружения уникальных и вообще останков животных мамонтовой фауны, не только животных, растений тоже. Да? И пытаемся именно по крупицам восстановить картину того мира. Почему они вымерли, почему так изменения пошли, из-за чего, именно что
что в будущем нам предстоит, ну, человечеству и вообще планете, какие изменения будут. Потому что все в мире циклично. Сейчас идет потепление, вот все кричат об этом, глобальное потепление. Конечно, да, человек внес в это свою лепту, естественно, но потепление оно идет уже давно. То есть это уже циклично. То есть последнее оледенение, оно было 18-17 тысяч лет назад. Называется сартанское оледенение по месту этого определения, геологического определения. Вот. И на данный момент у нас голоценный период, идет период потепления. Но опять же, внутри голоцена тоже идут колебания температуры. То есть, да, вот, допустим, в 19 или 18 веке в Европе было мини-оледенение. То есть там было очень холодно, то есть урожая не было и так далее. И поэтому сейчас идет тенденция к потеплению, и это нормально. Мы с вами уже затронули тему глобального потепления. А вот как глобальные изменения климата влияют на вечную мерзлоту и, соответственно, на сохранность мамонтовой фауны? Ну, мерзлота тает, да. Мерзлота тает, она таяла всегда. Ну, как уже похолодание закончилось, оледенение закончилось, идет потепление, естественно, идет оттайка. Допустим, палеонтология в Якутии изучается около 200 лет, то есть в конце 18 века был найден скелет мамонта Адамса, но, как говорят, ну, то есть в летописях нашли его охотники, но он был вытаивающим изо льда, то есть на обрыве вот этого берега, да. И вообще, вот, если мерзлота, она то есть обнажается от грунтов, она сразу начинает таять, ну, в летнее время, естественно, и тает довольно интенсивно. И из-за этого, ну, вот у нас есть находки хорошие и так далее. А так вот прямо, что вот сейчас именно это началось, это, я думаю, это слишком преувеличено. Оно всегда таяло, допустим, острова вот эти тоже уменьшаются постепенно. Просто мы вот на данный момент что это осознали, что да, идет потепление. Ну, то есть общество осознало. Вы все время находитесь в командировках. Расскажите вот буквально в 2 словах, удалось ли вам в этом году побывать в научных экспедициях в Новосибирских островах? Ну, да, в этом году довольно-таки сложно было, конечно, отправить, потому что там довольно-таки, ну, документально все сложно оформить, но все-таки у нас получилось, наши сотрудники туда слетали, нашли новые виды, то есть те же виды, что ну, то есть, которые обитали в позднем плейстоцене, то есть новые находки, новые экземпляры, опять же, морфологические исследования предстоят, исследования почвы, исследования растительности и так далее. То есть мы уже на островах работаем с 2017 года, и уже как бы исколесили практически, ну, не весь, конечно, но какую-то определенную часть острова Котельный. И на данный момент, вот в этом году, мы, то есть, продвинулись еще дальше, то есть, да, в изучении, в поиске вот этих объектов. Спасибо вам большое, Валерий Валерьевич, за такую информацию, очень интересную. Желаем вашему отделению больших успехов. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.